Сегодня 22 апреля. Ой, Армысыздар, қазақ халқы, 21 года. асыл елім. Пришли в Европарламент или Евросоюз, да, в Республике Казахстан для защиты своих прав, так как уже на протяжении года не можем получить на письменное обращение, начиная с Нур-Отана, партии Акимата города Нур-Султан, в депутатский корпус писали обращение канцелярии президента, лично президенту, а также безопасности, государственной национальной безопасности. До сих пор не получили ответа. Нас, правительство, государство не хочет в слышащем государстве услышать свой народ, не хотят защищать наши права, поэтому мы вынуждены обратиться в Европарламент для защиты наших прав по Конституции Республики Казахстан. Бүгін 22 ақпан 2021 жыл. Біз аналар, Нұр-Сұлтан қаласының, Астана қаласының аналары өзіміздің және балаларымыздың құқын, жеке бас және отбасылық құқымызды қорғау үшін Нұр-Сұлтан қаласындағы Евроодақтық кеңестің елшілігіне келіп отырмыз. Және өзіміздің құқымыздың, балаларымыздың, отбасымыздың, жеке бас құқықтарымыздың бұзылып жатқандығын хат түрінде жазып, соны өткізбек ойымыз бар. Әрбіріміз осы мемлекеттің азаматы ретінде өзіміздің және балаларымыздың, отбасымыздың құқын қорғай білсек, елімізде ешқандай жемқорлық, ешқандай өзге мемлекеттің жаңағыдай келісім шарттары қауіпті емес. Әрқайсымыз атсалысып, өзіміздің құқықтарымызды қорғай білейік. Болады. Это правило касается только вас и учреждения, а нас не касается, мы потому что граждане это республики. А мы не граждане? Вы тоже граждане, вам это сотрудники. Так, Айтавер. В первую очередь, я хочу начать с того, что меня зовут Авиян Байнкин. Эфир таратып отырыңыздар. Я не гражданский активист, не состою никакой партии. Я обращаюсь в правительство, в государство наше, да, и сегодняшний, то, что я сюда пришла, так как я не услышала нормального ответа от нашего государства. Пришла за помощью по защите своих конституционных прав. Дело в том, что по Конституции статья номер 1 государство, начиная с рождения, да, гражданина Республики Казахстан, должно в течение его жизни обеспечивать и сопровождать. Но так как игнорируется наше правительство, я хочу обратиться к ассоциации юристов и адвокатов нашей страны. Прошу защитить мои права. Я хочу начать с того, что сейчас все говорят только о том, что это нас не касается. Это касается только многодетных, малообеспеченных семей, да? Я хочу сказать, что все граждане Республики Казахстан имеют право на защиту. Я хочу обратиться в первую очередь, почему? Потому что все законопроекты, которые сейчас входят в законную силу, они были нарушены тем, что не были обнародованы населению. То есть во время пандемии нам на каждом шагу говорят о ношении масок, о стерилизации рук, да, о том, что мы должны соблюдать дистанцию. Но никто не говорит о том, какие законопроекты и законы принимаются каждый день. Это не транслируется. Этим наши конкретно права, статья 18 пункт 2, нарушается. Какие были нарушены мои права? Первое, это то, что государство не может обеспечить меня жильем и моих детей. Статья номер 1, категория граждан, нуждающихся в жилье.
предоставляющие из государственного жилищного фонда по самой минимальной цене. Это первое. Второе. Статья 19, да, пункт 1. Изменения в кодексы, которые внесли 12 июля 07 года 2020 года о принудительной вакцинации. Сейчас я считаю, что это идет угроза полностью населения. Почему? Потому что это российская вакцина 5, она Спутник 5. Спутник 5, она не прошла тестирование, его сразу будет на людях, подвергая опасности здоровью. Третье, с 1 января 2021 года уже вступил в законную силу смена пола. Я, как гражданин Республики Казахстан, против этого. Почему? Потому что мои религиозные убеждения, наши традиции, да, именно казахской нации, они нарушаются. Наша идеология нарушается не только мои и моих детей. То есть как при этом законе я должна воспитывать своих детей. Следующее. Обращаясь ко всем депутатам с запросами об письменном разъяснении законопроекта семейно-бытового насилия, который они сейчас одобрили в первом чтении, потом сказали, что отозвали. На самом деле на сайте парламента РК сейчас вводятся изменения и дополнения, которые нарушают статью 18 пункт 2 о семейных ценностях, о защите семейных ценностей, которые являются гарантом нашего государства. Я почему это говорю? Ответ до сих пор не услышала по всем пунктам, которые я задала вопросы. Это первое. Второе. Нарушаются не только мои гражданские права, но и права моих детей. Начну я с самого, я не знаю, обыденного, да? Получается, школы, колледжи, где учатся наши дети, нарушается их право путем каким? Путем провождения там всех уровней выборов, которые не касаются наших детей. Это учебное заведение, да? Следующее, отчеты, которые проводят акимы всех уровней. Следующее, тем самым для них выделяются многомиллионные деньги для аренды какого-то помещения, где они должны это все проводить. Они используют наших детей, педагогический коллектив. Получается, они как представляют, участвуют в своих политических, ну, я не знаю, деятельности, политической деятельности, вот правильно. Я хочу, чтобы вот эта вот организация и Союз адвокатов и юристов, объединившись, стала контролировать все, что происходит в Мажилисе при изучении там изменений всех законопроектов, и которые уже вошли в силу. Почему? Потому что все юристы, адвокаты, они являются правовой системой государства. Вы подкованы в знаниях наших прав, и вы имеете как права защищать свой народ. Это статья 32, статья 33, пункт 1. Поэтому мое обращение оставляйте без внимания. А депутатскому корпусу, правительству, мажилисменам я хочу напомнить с учебников истории о том, что в 1920-х по 1930 году у нас произошла коллективизация. Когда пришла в Казахстан советская власть, что она сделала? Она в первую очередь начала изгонять с изъятием имущества всех руководящих постов. Это ханов, султанов, беев, которые в свою очередь бежали со страны. Это Монголия, Афганистан, Россия и так далее. Я хочу вас предостеречь, что это может случиться сначала с вами, а потом только с народом. Почему? Потому что сейчас народ обнищал, ему нечего дать. Сейчас по новостям говорят, что президент подписал указ, что уже с января этого года, 2021 года, китайцы могут приезжать по визе.
На каком основании? Лизы. Нет, на Нет, Лизе. сейчас С Лизой. Лиза Мировой. На каком основании? Ведь там, получается, была, вообще началась вот эта ковид, да, инфекция, которая стала распространяться по всему миру. В Европе китайцев не пускают, а наш Казахстан открыл двери. Когда вы нас вакцинируете, да, неизвестно от чего, заставляйте носить маски, наши потребительские права, наши гражданские права ущемляете, но при всем этом с марта месяца этого года, да, они будут заезжать к нам без визы. Что вы делаете? Наши люди, пусть это будут сестры, братья, да, они и так сидят без работы. Приедут китайцы, будут они обеспечены работой, да? А мы тогда где будем? Мы сейчас ходим без жилья, без работы. Вот эти 42 500, которые вы дали во время пандемии, с наших пенсионных отчислений вы сделали так, что мы теперь должны их вернуть. На каком основании? Когда в конце концов государство будет брать на себя обязанность защищать наши гражданские права? Это же элементарно. Откройте Конституцию, пожалуйста, государство, правительство, откройте глаза. Если, я не думаю, что китайцы приедут и нас уничтожат, да? Они, казахи, в первую очередь, уничтожат нас самих. Почему? Потому что вы сейчас нас вакцинируете, вы сейчас говорите о смене пола, вы сейчас говорите о том, что мы от государства ничего не должны требовать и просить. Когда все это расписано в Конституции Республики Казахстан. Это самое главное, настольная книга каждого государства. Если вы на всех уровнях пренебрегаете этим законом, то нам не нужно это государство. Получается, вы приведете к тому, что наша национальность исчезнет. Почему я это говорю исчезнет? Потому что сейчас массово распродаете нашу землю. Мы здесь, живя на своей территории, не можем получить даже 10 гектар, да? Бесплатно. 10 соток. Ой, 10 соток. Когда это по закону, каждый гражданин Республики Казахстан по Конституции также имеет право. Дальше я хочу сказать, что история в учебнике, которая написана, она говорит о том, чтобы это не повторялось. Если это случится, да, если это случится, это будет геноцид, уже начинается геноцид нашего народа. Почему? Я хочу, чтобы наше правительство ответило, на каком основании вы в Алмате построили крематорий в день, который может сжигать 2000 людей. Получается, вы своими руками хотите уничтожить население. Я, смотря фильмы и читая про Великую Отечественную войну, я поражалась, как люди, которых ввели в концлагерь, да, в газовые камеры, да, на расстрел, они шли молча. Я сейчас, что они не сопротивлялись. Такая же ситуация сейчас, в 2021 веке, да, когда мы, в 21 веке, когда Дамган Виснер, да, получается, вы нас сами вот гробите, превращаете нас в каменный век. Вы не можете ответить на каждой инстанции на наше вот такое законное обращение. За 15 рабочих дней вы не отвечаете, игнорируете, опять нарушаете наши права. Вы говорите, что родители безграмотные могут только требовать. Мы сейчас просим защитить наши права. Вот начиная с меня, а потом уже моего ребенка. Но вы игнорируете. Тогда в каком мы государстве живем? Правовом? Демократическом? Когда вот сейчас, получается,